Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. С вами, как всегда, ваша Ольга. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что песочек расскажет лично для вас? Что вам важно узнать лично для себя? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, так и спросите, что мне важно узнать лично для меня. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем сильно и страстно желаем узнать. Так, лично для вас. Мои хорошие, а с кем у вас конфликт, с кем у вас неприятности, в ком вы разочаровались, либо в чем вы разочаровались. Сейчас, смотрите, ситуация такая идет у кого-то, как грозовое облако над головой. Здесь человек и расстроен, и переживает, и негативит, и даже какую-то агрессию испытывает. То есть разочарование произошло, какая-то неприятность произошла. И жизнь как будто бы в тупике. Вот такое ощущение, что люди отвернулись. Видите, один человек спиной стоит, другой человек спиной стоит. Преграда на вашем пути. Какой-то, как капкан, что ли, да, вот попали вы в какую-то сложную ситуацию, когда и выхода нет. И сам по себе никто не помогает, никто ни совета не даст, ни подсказки вам не от кого ждать. И вы вот сидите в этой ситуации, в темноте, да, в темноте сидите. И сами на себя злитесь, и на всех вокруг злитесь. И не понимаете, как вам выйти из этой сложной ситуации. Знаете, вам высшие силы пошлют вестника, лучик пошлют, и информацию пошлют через человека, случайного человека. Человек, вот прям, знаете, как и сам не поймет, да, как рядом с вами оказался и почему с вами беседу ведет. Вам случайный человек глаза откроет на вас и на вашу ситуацию, даст вам подсказку, даст вам совет, но это будет совет и подсказка от высших сил. Высшие силы видят вашу ситуацию. Чем быстрее вы смиритесь с тем, что с вами произошло, чем быстрее вы примете то, что с вами произошло, тем быстрее придет к вам подсказка. Вам не сидеть всю жизнь в этом тупике. Нет, для вас подготовлен путь. Путь очень-очень длинный, светлый, добрый. Путь исполнения мечты. Путь вашей счастливой жизни. И вы вот в сегодняшнем дне как будто бы вот последнюю стадию своей трансформации проходите. Вам осталось ждать буквально вот со дня на день, да, произойдет чудо в вашей жизни. Я вижу, что многие уже приняли, потому что человек уже не на коленях, а стоит на ногах. Человек уже пытается, да, вот высмотреть эту тропинку, да, куда же мне пойти. Значит, мои хорошие, что осталось, это просто смириться с этой ситуацией, принять ее как есть и довериться высшим силам. Как только вы это сделаете, вас сразу оттуда и вытащат, да, из этого тупика, из этой огромной темной ямы. Здесь однозначно, это уже прям венец, эта ситуация произойдет там с часу на час, да, со дня на день. Все, что осталось, это просто принять и поблагодарить. Вот от сердца поблагодарить, сказать спасибо вам, высшие силы, что дали мне эту ситуацию, что я это все пережила, либо пережила. Я все это понимаю, я все это принимаю с покорностью, с благодарностью. Но говорить нужно, мои хорошие, от сердца. Вы должны понять, вас не наказать хотели. Вас спасти хотели. Пройдет буквально чуть-чуть совсем времени, и вы поймете, от чего вас уберегли, от какой беды вас спасли. И счастью вашему не будет предела. Насколько великодушны и насколько добры к вам высшие силы. Вот серьезно. Вы вспомните мою отсыпочку, вспомните обязательно. И как раз вот момент будет момент истины для вас. Дальше, мои хорошие, что важно знать для себя. Вот за вашей спиной есть люди, которые, ну скажем так, ваше делят. Вот ваши какие-то
ресурсы, ваши труды, ваше внимание, да, вот как конкуренты. Но конкуренты за что-то ваше, либо за вас, либо за какие-то ваши вещи, вашу энергию, то, что принадлежит вам. Это могут быть, ну, например, да, какие-то коллеги ваши, может быть, друзья ваши, да, может быть, даже родственники ваши. Вот каждому хочется от вас кусочек оторвать. И чтобы побольше, да, либо чтобы вы с этим человеком постоянно были, да, на короткой ноге, только с этим человеком общались. То есть какая-то еще ревность присутствует. У кого-то отыграется, что муж безумно ревнует к вашей семье, там, к родителям, даже вплоть до того, что муж может ревновать к ребенку. Значит, ребенок ревнует к мужу, муж ревнует к ребенку, и какой-то вот прям замкнутый порочный круг. А вы, моя хорошая девушка, да, либо мужчина, если смотрит меня мужчина, вы поступаете очень-очень плохо. Плохо, потому что игнорите эту ситуацию, вы ее стараетесь не замечать, хотя вы ее чувствуете. Здесь надо развернуться. И тех, кто там борется, бодается, просто взять за руки и примирить. И сказать: я и тебя люблю, и тебя люблю. Без тебя мне будет плохо, и без тебя. Это как пальцы на руке. Какой ни отрежь, все равно будет больно. Вот так, мои хорошие. Объединяйте людей. Не становитесь вот таким яблоком раздора, а наоборот объединяйте. Это в ваших силах. Поверьте, вы, ну, может быть, вы в себя и не верите, да, может быть, вы считаете, что вы просто обычный человек. У вас сила большая заложена, энергетика у вас необычная. Вы людей должны не друг против друга, ну, как бы, я понимаю, что это не специально вы делаете, да, вы их, наоборот, должны объединять. У вас это получится. Вы главный человечек в вашем обществе, в вашей семье, либо в той комьюнити, в которой вы постоянно находитесь. Значит, еще такую вещь скажу. Кто-то для себя должен знать, что за вами присматривают, вернее, не так, не присматривают, к вам присматриваются. Возможно, какие-то работодатели, возможно, люди, которым вы хотели с вами дела иметь, либо бизнес, либо заказ вам какой-то хороший дать. Сейчас где-то кто-то сидит и о вас говорит, но говорит в хорошем тоне, в плане того, что вот как бы хорошо было бы, если бы этот человек на нас работал, либо согласился бы поучаствовать в том или ином деле. Понимаете, вы для кого-то как надежда, либо ну вот люди доверяют, да, думают, что благодаря вам, ну как думают, надеются, да, что если сотрудничать, например, с вами, то все будет замечательно. Кстати, кто-то будет очень удивлен, когда получит от начальства какое-то предложение. Предложение достаточно весомое. Вы и думать не думали, а предложение к вам придет. Дальше, лично для себя. Вы должны знать, что есть человек, который вас очень сильно любит. Любит, но любовь какая-то запрещенная, что ли, да, любовь, которую очень сложно реализовать. Человек может быть с вами на расстоянии, а может быть просто, ну, по соседству, да, находиться. Человек может быть не свободен в плане свободы передвижения, либо статусности, да, может быть, человек женат, либо женщина замужняя, если смотрят меня мужчины. Человек душу рвет по вам. Вы этому человеку и снитесь, и являетесь, и человек живет надеждой. Вы знаете, как от надежды надо одежды. Увидеть вас. Когда видит, окрыляется. Когда плохое какое-то состояние у этого человека, он всегда думает о вас и тем самым себя вытаскивает. Человек очень много энергии вам посылает, невероятно много. Кто-то знает об этой любви, кто-то знает, кто его любит, но с вашей стороны какие-то действия идут, ну, такие, знаете, ограниченные, что ли. Ну, понятно, если человек с вами на расстоянии, то здесь, конечно, лучше было бы вам больше раскрываться, может быть, говорить больше о своих чувствах. Если человек не свободный, тогда вы должны, ну, если понимаете, да, кто там вас любит, добивается, либо если вы действительно в треугольнике, вы должны четко обозначить свою позицию. Но вот эта энергия, которую человек вам посылает, она вам помогает. Помогает и силы вам может давать, и даже от какой-то беды вас беречь. Вот это происходит в вашей жизни. Дальше, мои хорошие, вам тут летит какое-то сообщение о какой-то поездке, о какой-то дороге. То есть вам придется в путь как будто бы собираться. Вы еще об этом не знаете. Кто-то, может быть, надеется, просто надеется. Да? Человек думает, вот если бы
мне там что предложили, я бы сразу, с радостью. Вот, летит к вам такое предложение. И дорога вам выпадает, но дорога с каким-то приключением. Я не могу сказать, что за приключение будет, но она идет волнами, понимаете, волны это всегда что-то может пойти не так. Плохо не будет, но будет интересно. То есть идет как, ну, вот трежер, да, приключение у вас идет. Дальше, мои хорошие, кто водит автомобиль? Автомобиль. Здесь возможно знакомство, вот, ну, я не знаю, как это правильно сказать, то есть вы, возможно, благодаря своему автомобилю вот познакомитесь с каким-то очень важным человеком. При каких условиях я не скажу, но вижу почему-то вот автомобиль играет главную роль в этом знакомстве. Человек, который может вам в будущем оказывать какие-то услуги профессиональные, либо в принципе, да, вот как человек, имеющий какую-то власть и силу, как-то повлиять на ход событий. Очень интересное и перспективное знакомство идет. Вы вот куда-то по делам, да, по делам, может быть, в пробке, я не знаю, может где-то на парковке, да, познакомитесь с очень интересным человеком. Так, мои хорошие, еще лично для себя, что вы должны знать. Вот кто у меня ревнует очень сильно, очень большая ревность. Ну, тут явно люди либо в браке, либо они уже как помолвку прошли. То есть они договорились, что они будут в браке. Здесь девушка очень сильно ревнует мужчину, подозревает его в изменах, ну и во всяких безобразиях. Значит, моя хорошая девушка, я хочу вас успокоить. Ваш мужчина этим не занимается. У него даже мысли об этом нет, потому что у него другие проблемы есть. Проблемы сейчас у него с работой, с деньгами, с его реализацией. Его очень крупно подставили. Либо какой-то вот вредитель постарался, чтобы у вашего мужчины, будущего мужа, либо у мужа случились, ну вот, блоки, ограничения. То есть какая-то конкуренция, очень нечестная, очень грязная, такая, знаете, с подвохом. Ему вот прям встретилась буквально вот несколько дней назад. Он об этом молчит, потому что он не знает, как об этом рассказать, плюс он не желает вас расстраивать, и плюс он не желает в ваших глазах выглядеть неудачником. То, что он сейчас морозится, там уходит в себя, молчит, как в рот воды набрал, это просто его, ну, такая, знаете, личная защитная реакция на стресс. То есть он пытается, ну, как себя в руки, что ли, взять, да, вот так. Это не значит, что у него есть другие женщины. Какие там женщины, Господи. Ему бы лишь бы с этой проблемой справиться. Ему стыдно перед вами. Может быть, вы деньги копите там на свадьбу, либо копите на общий дом, а вот у него так, знаете, как все прогорело. Конечно же, он выберется из этой ситуации. Просто, моя хорошая, понимаете, ему и так хреново, а когда вы еще начинаете к нему с этой ревностью своей, с какими-то своими тоже обидками, это в 10 раз усложняет его жизнь. И эмоционально человек уже просто не выдерживает. И да, если он на вас агрессивил в какой-то момент, ну, поверьте, он сам уже 1000 раз об этом пожалел. Но вот как под руку, понимаете, под руку пошло. Дальше. Кто у меня в семье в браке? Обратите внимание на ваших детей. У ваших детей как будто бы как кумир появляется. Кумир какой-то, да, вот они хотят кому-то подражать, быть похожим на кого-то. Может быть в школе, может быть где-то там, где они гуляют, там друзья, приятели. Может быть, в интернете они там кого-то обсмотрелись, и им хочется подражать. То есть дети, даже если они уже такие у вас там подростки, все равно это дети. Мозг еще детский, не все адекватно воспринимает. А вы, мои хорошие, понимаете, вы, понятно, заняты своей жизнью. Жизнь, она сложная, работа, дела, там свои какие-то там заморочки, да, вам просто некогда. Я вас умоляю, найдите хотя бы там полчасика в день, просто вот проверить, хотя бы проверить, чем занимается ваш ребенок, чем он увлечен, какие он там смотрит сайты, посещает, кто у него там в друзьях. Не знаю, поговорите с классным руководителем, либо поговорите с мамой его лучшего друга, либо там подруги. Это должно быть, потому что здесь какое-то увлечение, вот это только начало, а увлечение нехорошее. То есть ради хайпа очень много людей вот, ну, совершают очень плохие вещи. Да, вот такое, что чернуху, грязнуху и прочее. Здесь есть возможность это все остановить, в зародыше, да, придушить, чтобы ваш ребенок не пошел по вот этому пагубному пути.
посмотрите, чем занимается. Ну, прям, знаете, вот прям проследите, наверное. Лучше, это не у всех, конечно, отыграется, но лучше быть в курсе всех дел вашего ребенка. Даже если это в тайне от него, либо от нее будет, но вы должны понимать, чем увлекается ваш ребенок. Время наше страшное, серьезное, очень страшное время, какое-то все доступное, никаких нету ни барьеров, все это вот, знаете, вот зашел тоже телефон, да, у каждого смартфон, зашел там и всякие эти программы есть, чаты и прочее, прочее, прочее. Здесь нужно проверять. У кого-то прям ребеночек под опасностью ходит. Надо проверить. Еще момент. У кого-то может быть неприятность, связанная с детьми, со школой, либо с детским садом. Местом, где ходит ваш ребенок. Может быть даже какое-то халатное отношение, либо придирки со стороны преподавателей, либо воспитателей могут быть. Вы должны верить своему ребенку, и вы должны отстаивать интересы своего ребенка. Если вам там учительница говорит: ой, он там хам, там туда-сюда, учиться не хочет. Позвольте, докажите, что это так. Докажите, что мой ребенок хам, не хочет учиться, а не ваши там выдумки. Либо воспитательница, да, может там взять на себя смелость и вашего ребенка там наказать, поставить в угол. С какого права ты это делаешь? Вы, мои хорошие, за своими детками должны смотреть. Работа работой, дела делами, но за детьми обязательно нужно смотреть. Иногда нужно перенаправить ребеночка в правильном направлении, а иногда нужно и заступиться. Вот об этом думайте и помните. Так, еще важный момент для себя, что вы должны знать. Здесь, какие-то женщины, подруги, может быть, родственницы, какой-то женский коллектив. Вы, знаете, рискуете попасть в неудобную ситуацию, потому что человек, которому вы доверитесь, да, вот как подруги, как просто, отзывчивому человеку, да, поделитесь какой-то своей ситуацией. Вот вашу ситуацию перековеркает. И вот прям, знаете, как вот свежая газета разойдется, да, всем расскажет. Вот прям столкнетесь с этим, и вы понимать не будете, как это работает, почему люди это делают. Почему? Вот я с тобой поделилась своими проблемами. Зачем ты идешь и всем рассказываешь? Если вы работаете в женском коллективе, и если вы с каким-то, с какой-то женщиной, да, на близком расстоянии общаетесь, постарайтесь всего про себя не рассказывать. Потому что эта женщина, я не могу сказать, какие у нее мотивы, но она может делать инсайты. Зачем вам это нужно? Зачем вам нужно потом эту всю грязь слышать, да, со всех сторон? Поменьше, мои хорошие, поменьше. Есть замечательные слова. Вот на вопрос: как дела? Как у всех. Понимаете, вот общими фразами разговаривайте. Если вам хочется выговориться, пожалуйста, приходите домой, садитесь перед зеркалом и выговаривайте, сколько душе влезет. Вот замечательно. Но вот чужому человеку, даже если вам кажется, что эта женщина самая лучшая и добрая, рассказывать все про себя не надо. Это просто опасно. Опасно, потому что люди болтают. Люди болтают, одна другой сказала, третья, пятая, десятая, и вот уже огромная такая хвостатая сплетня у нас появилась. Вот этого не нужно. Вот, и еще напоследок хочу всем сказать, вот кто зашел на эту отсыпочку. Мои хорошие, вас ждут какие-то замечательные события, и вас ждет удача. Удача в каком-то деле, либо в какой-то ситуации. Вам, сама госпожа Фортуна улыбнется. Если вы играете в лотерею, покупайте билетики. Если вы хотели где-то себя попробовать, в каком-то деле, в каком-то начинании, конечно же, идите и пробуйте. Вам улыбнется удача, и вы поймаете свою птицу счастья за хвостик. А главное, чтобы вы верили в то, что вы делаете, и помыслы ваши были чистыми. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.